интернете появилась информация о том, что школьников и дошколят кормят некачественными продуктами. Это стало поводом для усиления рейдов с сотрудниками регионального Роспотребнадзора. Питание в школах накануне обсудил на совещании с вице-премьерами председатель правительства страны. Михаил Мишустин поручил не только своевременно обеспечивать горячим питанием учеников, но и контролировать весь процесс от приобретения продуктов до их приготовления. Массовые случаи отравления школьников зафиксированы в ряде регионов страны. Как обстоят дела с соблюдением санитарных норм в общеобразовательных учреждениях Ингушетии, репортаж Зелимхана Калоева. Ребята, у нас сегодня яйцо отварное, какао, гречневая каша, хлеб с маслом. Очень калорийная пища. Приятного аппетита! И такой вкусный и сытный завтрак во второй школе Магаса каждое утро делают для 256 младшеклашек. Группы учащихся по очереди заводят в столовую, моют руки, и сразу после начинается трапеза. Дети очень довольны. Вас вкусно кормят? Да, вкусно, очень. Какао мне нравится, сахар мне тут нравится. И хлеб с маслом мне нравится. А что еще бывает в рационе? Сегодня гречка, а вот обычные дни что еще бывает помимо гречки? Бывает рисовая каша, бывает овсяная каша, бывает манная каша и все. Всегда кормят, да? Всегда кормят? Корм. Вкусно кормят? Меню полезное. Рацион составлен так, чтобы дети питались вкусно. А вот насчет качества у многих родителей возникли вопросы, когда в интернете появилась информация, что якобы детей в школах и детсадах кормят сомнительными продуктами. Вместо молока молокосодержащий продукт из порошка, а масло и вовсе заменили на спред растительных масел. Родители отправляют детей в школы и садики, думая, что там дают хорошее питание. Как можно наживаться на здоровье детей? Думаю, лучше не кормить детей вообще, чем так кормить. Это обращение не осталось без внимания Роспотребнадзора и регионального Минобра. Сотрудники сразу же начали штурмовать холодильники в поисках просроченной и некачественной продукции. Содержание все нормально, да? Да, с содержанием, срок годности, все здесь нормально. Сроки соблюдаются, но это не спред, это сливочное масло. Продукции в холодильнике мало, потому что завоз ожидается только после каникул, на которые скоро отправятся дети. Следующий обязательный компонент проверки – молоко. Вам давно поставляют такое молоко? Третья партия. И как вы сами довольны вообще качеством очень, да. молока? Да, очень. Так как в приготовлении все равно видно. Да, согласна. Здесь производитель Ростовской области. Угу. Ну, состав молока хороший. Состав молока, сроки годности соблюдаются до августа 2021 года. Но сотрудники Роспотребнадзора даже после того, как им показали продукцию, проявили настойчивость и потребовали предоставить все сопроводительные документы на продукты. Это обязательный атрибут проверки. Сертификаты на масло, которое мы смотрели, коровка, с живой печатью поставщика, и на молоко питьевое пастеризованное, тоже с живой печатью поставщика. То есть сопроводительные документы на продукты, которые мы смотрели, они имеются. Никаких замечаний во второй столичной школе не обнаружили, после чего проверяющие нагрянули в 6-ю Насыркорскую школу. Здесь из-за того, что в школе также односменный график обучения, завтраки предусмотрены для 445 учащихся начальных классов. Под прицелом все так же молоко и масло. Месяца срок годности еще сохраняется. А срок годности до какого? До 15, еще 15 месяцев получается. Вот это, да? Да. Это новое какое? Ага. Молоко это пастеризованное, изготовлено из нормализованного коровьего молока. Состав. Сроки. Так, сроки. Вот. До августа 2021 года условия хранения соблюдаются. В холодильнике все хранится в ящиках. Поэтому соблюдается температурный режим. Ну а в этом холодильнике хранится так называемая суточная проба готовой продукции. Посуду с едой маркируют с указанием времени приема пищи и даты отбора. Делать это необходимо в первую очередь для безопасности ребенка. Суточная проба – это проба продуктов, то есть порция выдаваемого блюда на одного ребенка. Она хранится не менее 48 часов, чтобы в случае выявления отравления лаборатория могла отобрать образцы продуктов. Роспотребнадзор проверил сопроводительные документы, которые также отвечали всем необходимым требованиям. Но тем не менее о качестве молочной продукции можно судить только после лабораторного исследования.
Соответственно, по этим школам будут проведены отборы проб. Мы привлечем специалистов в Центр гигиены и эпидемиологии, произведем отбор проб и посмотрим по лабораторным исследованиям качества молока и масла. Также мне хотелось бы отметить, что мы в феврале месяце органами прокуратуры с привлечением специалистов Роспотребнадзора были проведены внеплановые проверки по их поручению. Проверка была посвящена именно пищеблокам образовательных учреждений и дошкольных организаций. В ходе этих проверок мы также не выявили некачественную продукцию, то есть не было ни спреда, ни молока в плохом составе. Свой контроль в этом направлении ведут и сотрудники регионального Минобра, которые сразу же отреагировали на это обращение. Вся проблема в том, что автор публикации не указал никаких данных общеобразовательного учреждения. Но тем не менее ведомство немедленно запросило у школ отчеты. В 1 час, в 1 минуту по всем школам не пойдешь. Но, слава Аллаху, у всех есть телефоны. Вы говорите, звоните, говорите, а ну-ка пройдите на свой склад. А теперь покажите нам, какое у вас молоко и масло. Для этого даже с Москвы не надо сюда ехать. И мгновенно мы все с вами можем увидеть это воочию, попросить вот так вот показать сертификат соответствия. Как мы сегодня сказали, а ну-ка принесите сертификат соответствия, а мы посмотрим, партия, все это какая. И все это было на ГОСТы и так далее, были на этих пачках молока и масла. Рейд надзорных органов только лишь 2 школами не ограничится. Проверки будут продолжены. А те, у кого действительно болит сердце за детей и уверены, что где-то творится беспредел, сотрудники Минобра и Роспотребнадзора просят сообщить по горячей линии. Анонимность гарантирована, а виновные будут привлечены к ответственности. Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24.